После Санчарского перевала мы летим в село Псху. В это высокогорное село добраться можно на машине через озеро Рица и перевал Пыв. Такой маршрут возможен только в летнее время. Зимой из-за большого снега этот путь недоступен. Однако в течение целого года сюда может летать авиация. В центре села Псху есть небольшой аэродром. Когда отсутствует облачность на перевалах и метеосводка благоприятна, сюда прилетают из Сухума самолеты и вертолеты. Псху, древнейшее абхазское село, насчитывало до 500 дворов. Испокон веков здесь жило воинственное, никому не подвластное племя. В 1864 году, завершая покорение Западного Кавказа, в долину вошли с боями русские войска. Псхинцы бились отчаянно. После поражения оставшиеся в живых местные жители подожгли свои дома, взяли то, что смогли унести, и навсегда покинули долину. В начале 20 века эти места стали заселять беглые крестьяне из России и монахи Афонского монастыря. Сегодня в Псху многонациональное селение. Оно состоит из одной улицы, на которой расположены почта, магазин, школа, администрация села. Первый лагерь мы разбиваем во дворе администрации села Псху. Уже в темноте готовим ужин. Попробуйте не съесть. Очень надеемся, что погода не испортится, потому что идти в дождь будет, конечно, тяжело. Однако ночь все время озаряется молниями. И хотя давно зажили раны войны в селе Псху, о событиях тех лет не дают забыть памятники боевой славы. Многие из тех бойцов, которые встали 70 лет назад здесь, на пути гитлеровцев, никогда в горах вообще не были. Подавляющее большинство из них не имело ни теплой одежды, ни специальной горной подготовки, ни обмундирования и снаряжения. Но у них было то, чего не было у противника, который им противостоял. А именно глубокая вера в правоту своего дела и стремление разбить врага любой ценой. Без преувеличения можно сказать о том, что защитники Абхазии сыграли одну из ключевых ролей в срыве планов немецкого командования и победе советских войск в битве за Кавказ. В селе Псху находится могила бойцов, погибших в боях за Санчарский перевал. Наша группа молодежи решила почистить могилы и почтить память павших. Боевые действия на Санчарском направлении начались 23 августа.
перевалы Адзябш и Алаштраху не оборонялись советскими войсками, и поэтому немцы их взяли без боев. А Санчарский перевал обороняла одна рота 1-го батальона 808-го полка 394-й стрелковой дивизии. 27 августа немцы заняли Псху, после чего устремились на юг, намереваясь перейти реку Бзып, захватить перевалы Доу и Гудаутский. Затем они планировали выйти к побережью Черного моря в районе Сухума и Гудауты. Что касается села Псху. Село Псху, как я вам говорил, 28 августа заняли до 9 сентября. Немцы там даже фруктовые деревья были вырублены. Дома, приличные дома были сожжены, школы сожжена. Ничего не оставили они. Людей очень многих туда увели, а многие часть сюда вышли. Но мы там нашли один акт. Немцы взяли в плен наших ребят, не только застрелили, но голову поотрывали. Понимаете? 28 августа им удалось захватить Гудаутский перевал, но на подступах к перевалу Доу они наткнулись на сопротивление истребительного батальона Сухумского района, оказавшего немцам упорное сопротивление. Наступление гитлеровцев было приостановлено. Советское командование выдвинуло на помощь из Гагры в район озера Рица 2 батальона 1-го Тбилисского военно-пехотного училища, которые через перевал Анчхо вышли к окрестностям села Псху. Из Гудауты в район Гудаутского перевала перебрасывался истребительный батальон Гудаутского района, 307-й стрелковый полк, 4-й батальон 155-й отдельной стрелковой бригады. На подступах к перевалу завязались тяжелые бои. Из Сухума на перевал Доу выехал командующий группой войск санчарского направления полковник Иван Пияшев. В окрестностях Двуречья он остановил отступавший из перевала Доу 25-й пограничный полк НКВД и 2-й сводный армейский полк, заставив их вернуться на линию фронта. 29 августа они атаковали немцев у северной подошвы перевала Доу. 2 сентября противник был вынужден уйти с Гудаутского перевала, а к 3 сентября отступить на правый берег реки Бзып. 6 сентября советские войска снова пошли в бой и 9 освободили село Псху. В освобождении села Псху активное участие приняли курсанты 1-го Тбилисского военно-пехотного училища, среди которых Александр Тария, Баграт Шамба, Александр Андрейко, Шаиб Дасания. Немцы отошли на перевалы Адзябш, Чмахара, Санчаро, Алаштраху, Цегеркер. Немецкая оборона на перевалах и прилегающих высотах строилась в несколько ярусов. Вперед выдвигались автоматчики и снайпера. Выше устанавливались ручные и станковые пулеметы, а за ними располагались минометы и горные орудия. Ночью позиции освещались ракетами, а днем пути подхода к ним находились под постоянным наблюдением. Между позициями поддерживалась радио и телефонная связь. Это вовсе не тренажер, а наша примитивная рация с ножным приводом, по которой мы сообщаем на командный пункт дивизии о том, что были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий. Несмотря на все трудности, советские войска шли вперед. 16 сентября был освобожден перевал Чамашха, а затем перевал Чмахара. В конце октября на перевалах санчарского направления выпал густой снег, поэтому советские войска, оставив прикрытие, отошли в приморские города Абхазии.
В боях на Санчарском направлении отличились летчик-истребитель Виктор Аргун, замкомандира Лев Джинджолия, санитар Дехцаник Сунгуртян, старший лейтенант Алексей Хвичия, военврач Сакания. Но я хочу сказать вам, героически, можно сказать, воевали наши ребята. Несмотря на то, что не знаешь, где враг сидит, но они, каждый был готов пожертвовать собой ради победы, ради наших людей. Вот такая была война. Война просто трудно описать, трудно рассказывать. Это нужно видеть только. День пребывания в селе Псху, и вся группа идет вниз к перевалу Доу, где проходила линия фронта. Выходим из села Псху утром. С нами 2 проводника и лошади. Груза так много, что нагружаем своими вещами лошадей и отправляем их вперед. Только здесь, в горах, понимаешь, как важно наличие тягловой силы. Нам помогают кони, а в 42-м немцы использовали лошадей и ослов, которых отбирали у местного населения. Перед походом проверяем снаряжение, закрепляем вещи. С помощью транспорта местного УЧС нам удалось спустить на несколько километров вниз самые тяжелые рюкзаки. Сами начинаем пеший подъем в гору. Мы готовы к этому. Пусть это случится. Наш путь проходит у горы Серебряная. По словам местных жителей, ее так назвали потому, что после дождей склоны горы отливают серебром. Конечная цель нашего пути на сегодня – северная подошва перевала Доу. Одной немецкой разведгруппе удалось обойти советские позиции, преодолеть Бзыбский хребет и выйти в район Двуречья. Затем эта группа наткнулась на местную девочку-подростка. Немцы расспросили ее о численности и местонахождении советских войск, наличии на Двуречье лошадей и продуктов. Отпущенная немцами девочка рассказала о встрече с незваными гостями и советским солдатам. Вскоре горные стрелки были обнаружены, окружены и уничтожены. Справа растет самшитовый лес. Особую сказочность ему придает облепивший стволы мох. Такой мох, как правило, растет в экологически чистых местах. Чем выше мы поднимаемся в гору, тем меньше рек и родников встречается на нашем пути. Мы останавливаемся у каждого родника, пьем воду и запасаемся впрок. Вода кристально чиста, прозрачна и очень вкусна. Даже в середине лета река Бзыб полноводна и для перехода небезопасна. Чтобы не переходить ее, мы идем вдоль русла. На нашем пути возник висячий мост. Он сооружен из крепких стальных канатов. Мост находится на высоте 7 метров от воды. Однако бурные разливы реки Бзыб за много лет основательно потрепали его конструкцию.
Мосты в горах – это важный коммуникационный элемент. Отлично это понимали и немцы в 1942-м. Ведь недаром в немецких горнострелковых войсках находились профессиональные мастера по сооружению висячих мостов. Сложная работа на головокружительной высоте. Чтобы выполнить все как полагается, требуется долгая и серьезная подготовка. Перевал Доу, 1390 метров над уровнем моря. На перевале археологами было обнаружено несколько обработанных кремней, датируемых 5 тысячелетием до нашей эры. Через Доу с давних времен осуществлялись торговые связи жителей Северного Кавказа с древней Диоскурией. В Диоскурию купцами доставлялись рабы, мед и шкуры. Из Абхазии они увозили ткани, соль, оружие, посуду. На оживленном торговом пути возникали селения, такие как Псху. После полудня наш отряд проходит солнечную поляну, заросшую травой. Растущие по пояс лекарственные травы поражают разнообразием. Ашхардац, каламинта, валерьяна, мята перечная. По всей линии фронта находим ржавые гильзы, осколки мин и снарядов, обломки касок. Здесь, на северном склоне перевала Доу, в августе 1942 года комсомольские роты Сухумского пехотного училища, бывшего Тбилисского, под командованием капитана Соленова нанесли первое в Закавказье поражение фашистам. Отбили попытку частей Альпийской дивизии Эдельвейс прорваться к Сухуму. Наконец, тропинка выводит нас к ущелью. Здесь Бзып течет среди гигантских валунов. Камни высотой с трехэтажный дом поражают воображение. Они почему-то ассоциируются с воинственными нартами, ведь именно из одного такого камня и возник образ героя Нарта Сосрыклы. Течение здесь очень сильное, с водоворотами и воронками. Наш проводник рассказал, что в этом месте уровень реки в период таяния ледников или сильных дождей поднимается до 10 метров. Животные и человек, попавшие в воду, не имеют никаких шансов спастись. Мы разбиваем наш второй лагерь у северной подошвы перевала Доу. Утро началось с завтрака и сбора вещей. Местные проводники наловили речную форель. Мы зажарили ее древним охотничьим способом. Затем обсудили предстоящий маршрут. Вот она может быть довольно бурная. И вот здесь должно быть Гунурхва. Вот оно, урочище. Здесь проходила линия фронта практически во время Второй мировой войны, и подразделения Советской армии, Красной армии и фашистские войска активно занимались рекогносцировкой местности. И я так думаю, что
основная проблема была именно в том, что лес – это очень удобное укрытие, и можно находиться буквально в нескольких метрах от противника и быть незамеченным. После того, как в январе 1943 года началось советское контрнаступление под Моздоком и Нальчиком, немецкие горные стрелки вынуждены были оставить удерживаемые ими перевалы Кавказа и отступить на север, чтобы избежать угрозы окружения. Соответствующим образом отпала необходимость держать на Санчарском направлении и те части прикрытия советские, которые контролировали этот район. В 20-х числах января пришел приказ из штаба 46-й армии тем частям, которые были расквартированы в селе Псху и окрестности, забрать с собой все тяжелое вооружение, это горные орудия, это минометы, это боеприпасы к ним, и совершить форсированный марш вот этой дорогой, которой мы сейчас продвигаемся, в город Сухум. Все время пути нас и лошадей донимала мелкая мошкара, слепни и комары. Комары кусают. Но все это ничего по сравнению с гнусом, который проходит через одежду и любые защитные сетки. Ранки от их укусов зудят и долго не заживают. Даже современная химия оказалась бессильной перед этим зверем. Здесь есть такие мухи, кусаются. Человек тоже садится, кусается. Леди, но они нас уже все перекусали. Наши перегруженные лошади устали и не хотят подниматься в горы. Однако мы уже начинаем подъем на перевал Доу. Дорога берет все круче, высота подъема доходит до 30 градусов и выше. Для организма это серьезная нагрузка, потому идем медленно с остановками. Ровные палочки становятся, не знаю, видно или нет, кривыми. Подстраиваются, наверное, под позвоночник. Конечно, без лошадей этот путь был бы слишком тяжел. Наша группа идет по заповедным местам, нетронутым цивилизацией. На пути попадаются следы диких животных, особенно около родников. Медяночка. Маленькая змейка, которая не кусается. Откидывает хвост так же, как и ящерица, поэтому за хвост ее трогать нельзя. Наконец мы добрались до вершины Доу. На перевале обнаруживаем памятник защитникам Кавказа и отдаем им дань памяти. После недолгого привала начинаем спуск в сторону южного склона перевала Доу. На всем протяжении пути постоянно меняется ландшафт. Декорации величественных гор чередуются прохладными ущельями и солнечными полянами. На фоне всей этой красоты и разыгралась та трагедия 70-летней давности. И как бы пафосно это ни звучало, но именно в этих горах на алтарь общей победы Абхазия положила не 1000 воинов. И потому ничто не забыто, никто не забыт. Последнюю ночь мы проводим в заброшенном хуторе у южной подошвы перевала Доу. Здесь уже несколько лет не живут люди, и только проходящие через перевал псхинцы и туристы ночуют в покинутых домах. Если честно, здесь немного жутковато.
Кажется, что время остановило свой ход. Мы снова собираемся в путь и идем уже в сторону двуречья. Вот этим удобно подъехать? Там есть? Намеченный путь пройден. Много впечатлений накопилось за эти дни. Когда мы увидели эти памятники, я стала представлять, насколько тяжело было воевать этим солдатам. Тем более, как мы знаем, они не имели нужной экипировки и, в принципе, подготовленности. Тем более, вот в нашем походе много людей были первый раз, насколько им было тяжело, имея, допустим, полное обмундирование. Я испытываю гордость за наших героев Великой Отечественной войны, которые могли в таких трудных, естественно, географических условиях находить важные стратегические места и отражать натиск противника. Я не знала, что такое количество людей сражалось за Кавказ. Я не знала, что столько людей погибло и что это очень серьезно. Молодежь многое не осознает этого. Мы ходим по этой земле, мы любуемся красотами, но мы не понимаем, сколько всего было сделано для того, чтобы мы могли спокойно жить. На Сухумской набережной стоит памятник воинам-освободителям. Именно здесь были захоронены участники битвы на перевалах Абхазии. Каждый год 9 мая сюда приходят их благодарные потомки и чтут память погибших. Это в их честь звучат стихи и песни военных лет, накрывают праздничный стол. За тех, кто выжил в жуткую войну. Спасибо, дорогие ветераны, за вашу 45-ю победную весну. С праздником! Днем Победы! 67 лет назад великую победу одержал великий советский народ. Тогда его не делили на национальности, не делили на республики, не делили на области. И только так, только вместе можно было одержать такую великую победу. Вы спасли нашу бывшую общую страну под названием СССР и мир от фашизма. Вы не жалели себя и не щадили врага. Слава вам и вечная слава тех, кто не пришел с полей сражений. Долгих вам лет жизни. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим и мы вами очень дорожим. С праздником Победы! На фронтах Великой Отечественной войны воевало 55 тысяч жителей Абхазии, и среди них 900 женщин. Погибло 17 430 человек. 22 уроженца Абхазии стали героями Советского Союза. Подвиг народа Абхазии, проявленный в ходе битвы за Кавказ, получил высокую оценку руководства СССР. Многие солдаты и офицеры Красной Армии, военно-морского флота, войск НКВД, а также гражданские лица, принимавшие непосредственное участие в обороне, были награждены орденами и медалями СССР. Так, медалью за оборону Кавказа в Абхазии было удостоено 8776 человек.
медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 32 тысячи человек. Воинская и трудовая доблесть защитников Отечества, проявленная на фронте и в тылу, всегда будет служить примером мужества, героизма и верности родной земле.